Оперативные меры, которые были приняты в Коме для локализации утечки, позволили минимизировать воздействие на экологию. Таким мнением поделился декан химического факультета МГУ, член-корреспондент отделения химии, наук и материалов РАН Степан Калмыков. Он отметил, сегодня превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в реке Колва незначительное. Оценки сейчас такие, что в целом утекло около 90 тонн, из них около 10%, то есть там 9-10 тонн, то, что попало в открытую гидросеть. И это, конечно, скажем так, выгодно отличает вот эту аварийную ситуацию с той чрезвычайной ситуацией, которая была в Норильске, когда, я напомню, в окружающее пространство, в окружающую среду, в открытую гидросеть попало больше 20 тысяч тонн, да, то есть это порядки величины. Второй важный момент о том, что, это была не чистая нефть, а это, условно, скважинная нефтяная жидкость, содержащая большое количество воды, что, естественно, уменьшает, абсолютное содержание нефти, да, то есть оно там было, даже не половина, а насколько знаю, это около 20-25% содержания именно самой нефти. Третье, что очень важно, что очень правильно и оперативно службы сработали. И именно по этой причине из вот этих 90 тонн удалось локализовать сразу же абсолютно большую часть. Это, конечно, очень положительный момент. Эксперт отметил, что те технологии, которые используются для очистки как твердых поверхностей, так и воды, позволят максимально очистить территорию. Свою роль сыграют климатические условия и микроорганизмы. С наступлением тепла они начинают активнее размножаться, а соответственно перерабатывать нефтепродукты. А потому ликвидация последствий наступит еще быстрее.